Добрый день, уважаемые зрители! В сегодняшнем видео я постараюсь ответить на вопрос, что означает знать язык. Как известно, язык – это средство общения, а общение – это обмен информацией между людьми. То есть это получение информации и ее передача. Если мы говорим, что я знаю язык, значит означает, я умею получать информацию и передавать ее. Как мы получаем информацию? Мы получаем информацию через зрение, то есть мы можем читать, через слух, мы, значит, можем слышать иностранную речь. А как мы передаем информацию? Это мы говорим, значит, через речь и через письмо, когда мы пишем. Давайте разберем это схематически. Вот у нас изучаемый наш иностранный язык. А справа родной язык. Это язык, на котором мы разговариваем свободно. С младенчества мы на нем говорили. Когда я получаю информацию с иностранного языка, я эту информацию получаю с помощью слуха. Я могу слышать иностранную речь и могу ее читать. Но услышав и прочитав иностранную речь, я сразу же не могу ее понять. То есть для меня эта речь является все равно чужой и непонятной. Для того, чтобы она стала понятной, мне нужно эту речь перевести. Перевод написала. То есть при получении информации на иностранном языке я сначала принимаю эту информацию, а затем должна перевести для того, чтобы понять это как на своем родном языке. Далее, для того, чтобы передать информацию, мне нужно с родного языка передать информацию на иностранный язык. Мне нужно сначала перевести, затем сказать, или говорить, можно сказать, или писать. Я могу говорить на иностранном языке или писать. И получается, то, что я хочу сказать на родном языке, я сначала в уме, в голове перевести должна, а затем сказать, либо написать это на иностранном языке. Вот тогда, получается, я могу уже сказать, что я могу обмениваться информацией на иностранном языке. У меня получается получение и передача информации. А сейчас поговорим о том, как же научиться переводить. Как же научиться переводить то, что я слышу на иностранном языке, читаю на иностранном языке, и как научиться переводить и сказать то, что я хочу сказать на иностранном языке или написать на иностранном языке. Мне идут в помощь 5 явлений, которые я сейчас буду здесь описывать. Это первое из них – это лексика, второе – грамматика, третье – произношение, четвертое – интонация и пятое – пунктуация. Что такое лексика? Давайте разберем. Лексика – это грамматический, неправильно сказала, это наш словарный запас. Лексика – это словарный запас. Это знание того, что вот это дерево, допустим, береза,
на русском языке, на моем родном языке, если я говорю сейчас о русских, то на татарском, на изучаемом иностранном языке, это же самое дерево называется коен. Что означает? Знание лексики важно при изучении языка, так как без лексики мы просто-напросто не сможем сказать ни одного слова, если не будем пополнять свой словарный запас. Далее, грамматика. Мы же в речи никогда не говорим только береза и все на этом. Мы же можем сказать и на березе, у березы, под березой, около березы и так далее. Вот то, что я сейчас перечислила, это и является грамматическими формами слова. Так, то есть для того, чтобы связать одно слово с другим словом, нам нужна грамматика. Вот, допустим, это одно слово, это другое слово, нам нужна грамматика. Без грамматики никуда. Грамматика нужна тогда, когда мы говорим, и тогда, когда мы слушаем или читаем или пишем. Далее, произношение. Произношение – это то, что мы слышим и что мы произносим. Если я знаю, что береза пишется вот так, береза, я ведь его не всегда, в речи никогда не произношу береза. Я произношу это слово береза. Береза. Обычные люди так произносят это слово. А на татарском языке слово каен, которое написано, если читаем буквы, то произносится это слово коен. Вот как бы я его написала. Что я написала? Это транскрипция слова, это то буквенное обозначение слова, которое мы произносим. То есть это просто произношение в письме, для того, чтобы было понятно. Значит, произношение нужно знать для того, чтобы понимать, что тебе человек говорит, и для того, чтобы самому правильно донести то, что ты хочешь сказать этому человеку. Далее, интонация. Важность интонации можно доказать, если я скажу одно предложение, к примеру, «Ты идешь гулять». В этом предложении я говорю утвердительной интонации. Я как бы говорю то, что ты идешь гулять. А если я скажу ты идешь гулять, то тогда это уже вопросительная интонация, и смысл того, что я хочу сказать, сразу же буквально и меняется. Поэтому важность знания интонации, как произносить некоторые предложения, очень важна. Дальше, а пунктуация что это такое? Пунктуация – это знаки препинания. То есть с помощью знаков препинания мы выражаем ту же самую интонацию, но только в письме. Ну и так далее, конечно же. Давайте поговорим о том, насколько важны эти разделы языкознания, которые я сейчас перечислила. То есть, когда мы слышим, читаем, говорим или пишем на иностранном языке, насколько важна лексика. Давайте поговорим про знание лексики. Когда мы слышим, если мы не будем знать лексику, то мы наверняка ничего не поймем. Значит, лексику нужно знать. Для того, чтобы уметь читать, лексика нужна или нет? Конечно же, нужна. Без лексики мы не поймем ни одного слова, которое написано в книге. Когда мы говорим на языке, нужно ли знать лексику? Конечно же, да. Потому что без знания лексики мы не сможем сказать ни слова. А когда мы пишем на иностранном языке, нужно ли знать лексику? Конечно же, да. Так как без знания лексики, то есть слов на этом языке, мы не сможем написать. Давайте далее посмотрим. Произношение. Когда мы слышим, нам важно знать произношение. Я считаю, это все сугубо мое личное мнение, к чему я пришла при
преподавании, при изучении языков. Значит, произношение, когда мы слышим речь, важно знать, нужно знать, потому что если мы не будем знать произношение, мы просто не поймем, какое слово произносит сейчас человек. В общем, оно нужно. Когда мы читаем произношение, если мы вслух читаем, тогда да, нужно. А если мы читаем это просто про себя, то тогда произношение здесь не нужно. Если мы говорим, важно ли знать, уметь произносить правильно слова? Конечно, важно. Если мы не будем правильно произносить, нас человек не поймет просто-напросто. Если мы пишем, нужно ли знать произношение? Как показала практика, да. Хотя связь незаметна, но когда человек пишет, он сам себе диктует изнутри, как нужно писать. Когда даже диктант пишет ученик, допустим, или он просто письмо пишет по памяти, он диктует правописание, то есть как слово нужно написать. Если он произносит это слово сам неправильно, то получается, он сам себе диктует неправильно и пишет неправильно. Поэтому при письме произношение знать тоже оказывается важно. Для того, чтобы, то есть при письме я сказала, для того, чтобы, значит, правильно написать, нужно уметь правильно произносить слово. Грамматика. Когда мы слушаем речь, нам важно знать грамматику? Да, конечно же. Если мы не будем отличать, о чем говорит человек, о единственном числе или о множественном числе, то я думаю, что смысла мы упустим смысл слова. То есть грамматику знать нужно. Если мы читаем, грамматику нужно знать? Конечно, нужно, потому что когда мы читаем текст, а там в тексте слова друг с другом связаны именно грамматическими формами, с помощью грамматических форм. Поэтому, если мы не будем знать, что это за грамматическая форма, мы не сможем правильно перевести это слово. Когда мы говорим, важно знать грамматику, конечно. Когда мы говорим, мы строим предложение, связываем одно слово с другим словом. А помощником, который позволяет связывать два слова, является грамматика. При письме важно знать грамматику? Конечно, да, потому что письмо – это та же самая речь, просто написанная. То есть и там также слова друг с другом связаны. Интонация. Интонация при том, когда мы слышим иностранную речь, важна или не важна? Важна, потому что если мы не будем знать, какая интонация означает что, например, повышенная интонация означает вопрос, понижающаяся информация означает утверждение, восклицательная какая-то интонация означает то, что человек передает определенную информацию, поэтому интонацию нужно знать, когда мы слышим. Когда читаем, нужно знать интонацию? Да, если мы вслух читаем, а если мы про себя читаем, то интонация в этом случае, она важна, но она идет внутри, то есть она не выражается, никак не выходит наружу. А когда мы говорим, важна интонация? Конечно, важна, потому что как мы говорим, какой интонацией говорим, с какой интонацией говорим, так и будут нас понимать. То есть для того, чтобы человек понял нас, нам нужно подобрать специально именно ту интонацию, которая необходима именно в этот момент. Когда мы пишем, нужна интонация или нет? Но здесь я думаю, что интонация, когда мы пишем на иностранном языке, не нужна. Мы, конечно, можем внутри интонации сами себе диктовать, но и восклицательные знаки ставить. Вот в этом случае я думаю, что надо, да, конечно. То есть при подборе знаков препинания здесь может быть и да. То есть я думаю, что в этом случае да, интонация важна. Так, вот только что сделала этот вывод, сами видели, да, сначала мне хотелось сказать, что интонация не нужна, но для того, чтобы выбрать определенный знак препинания, нам нужно подумать, с какой интонацией я это говорю, а потом уже поставить знак препинания. Пунктуация. Когда мы слышим,
пунктуация важна или нет. Я думаю, что когда мы слышим, мы не видим, точки там стоят в речи, запятые, потому что это не написанная речь, это речь, которую мы не видим. То есть, а пунктуация — это знаки препинания, которые написаны, которые мы видим. Поэтому здесь пунктуация не важна. При чтении иностранных текстов пунктуацию нужно знать, да, потому что если мы не будем знать, почему здесь стоит запятая, в каких случаях употребляется тире, двоеточие и так далее, то мы не сможем понять то, что хотел сказать автор. Возможно, здесь специально поставлен именно такой знак препинания для каких-то стилистических целей, допустим, для передачи какой-то информации. Дальше, при говорении. Важно ли знать пунктуацию? При говорении мы знаками, точками, запятыми не разговариваем, поэтому нет. А когда мы пишем, то здесь обязательно же нужно знать пунктуацию. В каких случаях нужно ставить точку, уж это, естественно, все знают, когда заканчивается предложение, когда сокращается слово и так далее. Когда нужно ставить запятую, тире, двоеточие, точку с запятой, вопросительный, восклицательный знак. Это все нужно знать для того, чтобы читатель, который читает то, что мы написали на иностранном языке, понял именно то, что мы хотели ему донести. Все вышесказанное можно изобразить вот в виде такой схемки. Для того, чтобы слышать, читать, говорить, писать на иностранном языке, нужно знать лексику, грамматику, произношение, интонацию и пунктуацию. Где стоят плюсы, значит, это нужно знать, а там, где стоит минус, означает это не обязательно знать. Если у вас есть трудности, когда вы читаете, либо пишете, вы просто смотрите, что вам для этого нужно знать, и развиваете именно то, что у вас страдает, ну или плохо вы его изучили. После того, как вы приобретете словарный запас, будете знать грамматику языка, сможете правильно произнести, будете знать интонацию и пунктуацию на этом языке, то можно уже переходить на практику. Вот тут нарисована практика. Вы практикуете разговор, практикуете в общении с людьми, практикуете в написании писем, в чтении иностранной литературы, практикуете в прослушивании фильмов, просмотре фильмов, прослушивании разных аудиофайлов, песен и так далее. Идет практика общения на этом языке. После того, как вы попрактиковались и довели до автоматизма все ваши знания, вы переходите на следующий этап. И посмотрите, что получается. Когда вы слышите на иностранном языке речь, вы получаете информацию, и вам не нужно переводить эту информацию, так как вы начинаете понимать, о чем вы услышали. То же самое, когда вы прочитали текст, вы начинаете понимать, как будто бы вы понимаете на родном языке. Если вы хотите сказать на иностранном языке что-то, вам не нужно уже переводить. Вы просто будете в голове понимать, что вы хотите сказать, и сразу же начинать говорить на этом языке. И если вы что-то хотите написать, вы в голове, понимая, что вы хотите написать, сразу сможете написать это на иностранном языке. У кого мало практики, тот ощущает языковой барьер. Для того, чтобы этого не было, нужно сначала выучить лексику, грамматику, произношение, интонацию и пунктуацию и практиковаться до такого уровня, чтобы у вас было все знания на автоматическом уровне, для того, чтобы вы могли понимать иностранный язык.
Спасибо за просмотр и до свидания.